Здравствуйте, уважаемые раки! Сегодня мы посмотрим для вас второй прогноз на июнь месяц 2020 года. Напоминаю, что данный прогноз общий. Итак, работать мы будем на трех колодах. Первая колода нам покажет главное событие этого периода. На второй мы посмотрим личную жизнь, а третья нам покажет работу и финансы. Личная жизнь. На личную жизнь мы будем смотреть по трем позициям. Итак, первая позиция для людей, которые в данный период находятся в одиночестве, не имеют партнера. Вторая позиция для тех, кто в браке. И третья позиция, кто в паре, но не в официальном браке. Так, третья колода – работа. Здесь у нас также будет три позиции. Вас много, будем всем смотреть. Итак, первая позиция для тех, кто ищет работу. Вторая, у кого есть работа, что происходит там. И третья позиция – бизнес или самозанятые. И последний вопрос – финансы. Ну что ж, приступаем. Ну что ж, уважаемые раки, посмотрим главное событие этого месяца. Так, карты нам показывают, что в вашем окружении есть человек, который прикидывается вашим хорошим другом, приятелем, но на самом деле он ваш враг. Знаете, такой хамелеон возле вас, который держится рядышком, изображает из себя порядочного человека, хорошего приятеля, а на самом деле он для вас очень нехороший человек. Присмотритесь, пожалуйста, повнимательнее, и карты показывают, что у вас есть шанс разоблачить, кто этот человек. Ну вот, идем дальше. Личная жизнь. Для тех, кто в данный момент находится без партнера, не в отношениях. Но здесь у вас в этот период есть возможность познакомиться, построить отношения с мужчиной. Мужчина не старый, ну лет 40-45, такой, знаете, деятельный, энергичный. Возможно, занимает какую-то руководящую должность, может быть, даже имеет свой бизнес. Он такой довольно принципиальный, знаете, вот со своими понятиями, со своими уже устоями. Щедрый человек, ответственный. Вот такая личность появится на вашем горизонте. Ну, а здесь вам уже нужно будет проявить свою такую женскую силу, если это женщины смотрят. Быть такой настойчивой, очень самоуверенной женщиной, девушкой. И я думаю, что и у вас есть шанс построить отношения с этим мужчиной. Так, следующая позиция для тех, кто находится в браке. Ну, смотрите, я вот вижу, карты показывают, что вас все устраивает, в принципе, в отношениях, все замечательно. Единственное, ваш партнер в данный момент, в этот период, что-то его не устраивает, чем-то он недоволен. Вполне возможно, у него какие-то материальные проблемы,
и он зациклен на этом. Но карты показывают, что это период временный. Никаких серьезных разногласий у вас нет. Скорее всего, вот проблема, возможно, финансов не хватает, знаете, и человек расстроен этим, и ему как бы не до счастья, не до любви, не до ласок. Так, следующая позиция для людей, кто находится в отношениях, но не в официальном браке. Ну, видите, здесь опять как бы вас все устраивает, полная идиллия, вы счастливы с этим человеком. А вот у него какие-то, знаете, здесь как вариант, что у вас были какие-то сплетни возле вас, какие-то недоразумения. И вот вам вот нужно сесть и выяснить, поставить все точки над «и», разрешить это, поговорить, пообщаться и выяснить, что не так. Еще как вариант, ваш партнер чем-то недоволен. Возможно, он материально от вас зависим, и это его не устраивает. И как бы отношения уже эти его не держат, не устраивают. И вот что-то он там себе задумал. Возможно, даже и уйти из этих отношений. Но знаете, в любом случае у вас с партнером какая-то зависимость. Или он зависит от вас по каким-то причинам, или вы зависите от него. И здесь даже идут какие-то манипуляции. Так что присмотритесь и решите, как вам дальше поступать. Следующая позиция – работа. Работа для тех, кто ее ищет. В этом месяце, знаете, вам судьба дает такой шанс найти, устроиться на хорошую работу. А вы сидите как бы и думаете, не может быть, что такой хороший шанс, такая хорошая работа, знаете, высокооплачиваемая, все хорошо, и вот ждете какой-то подвох, что-то вы не доверяете этому и не можете решиться на это. Но, знаете, работа действительно очень достойная и перспективная. И вам нужно как бы принимать решение, потому что период такой, когда вы можете устроиться туда, очень ограничен. Пока это вам действительно дается как хороший шанс. Так что принимайте решение. Так, следующая позиция для тех, кто работает. Что там происходит? Так, ну здесь я вижу, карты показывают, человек чем-то опечален, что-то его здесь не устраивает, какое-то разочарование. Возможно, вам не нравится оплата, которую вам платят за вашу работу. Возможно, вас не оценили, ваш труд, ваш энтузиазм. Знаете, вот не похвалили, не сказали, что какой ты молодец, умница, у тебя все здорово получается. И вот вы сидите и печалитесь. Возможно, кто-то из коллег вас подставил или какие-то сплетни возле вас собирал. В общем, эмоции довольно-таки подавленные. Но карта показывает, что вам нужно посмотреть на эту ситуацию немножечко, знаете, так отстраненно. Не нужно как бы в этих эмоциях себя топить, а нужно как-то более позитивно себя вести, эмоции контролировать. И знаете, вот смотрите, здесь всадник стоит возле этого ручья, водопада, возле водопада. И ему ничего не стоит, знаете, пройти мимо и пойти дальше своей дорогой. Так и вы отстранитесь от этого всего, как бы посмотрите со стороны. Знаете, в жизни всяко бывает. И, возможно, эти ваши неприятности, они даже не стоят того, чтобы вы об этом думали. Жизнь продолжается. Бывают, конечно, неприятности, но это же не вечно. Это все краткосрочно. Так, следующая позиция для людей, у которых свой бизнес или самозанятые. Вот здесь, да, но здесь действительно сложная ситуация. Вы сидите и думаете, денег-то нет, где их взять, что делать, не хватает на бизнес, на развитие, возможно, какие-то платежи у вас зависли. И здесь приходится вам искать какие-то выходы, принимать решения, действовать. Знаете, карты показывают, что у кого-то
не получится выйти из этой ситуации, а кто-то, наоборот, выйдет и продолжит работать в совершенно, возможно, даже другом ключе. Потому что карты показывают, что здесь заканчивается данная ситуация. И как у кого пойдет, здесь у всех будет по-разному. Кто-то потеряет бизнес, а кто-то выплывет и будет продолжать. Так, последняя позиция у нас финансы. У нас здесь старшие арканы. Дурак, мир и семерочка пентаклей. Ну, карты показывают, что, возможно, вы планировали какие-то поездки или путешествия, может быть, а, командировку по работе какая-то, загранпоездка или в какой-то город другой. Переезд, возможно, вы планировали. Но карты показывают, что в этот период поездка у вас, скорее всего, отложится. Карты показывают, что еще не время для этих поездок, для этих путешествий. Возможно, даже вы хотели куда-то в отпуск поехать, но, скорее всего, будете разочарованы, так что поездку придется перенести или отложить по каким-либо причинам. Ну, вот таким был прогноз для раков. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!